Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня, 2 октября, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл в государство Катар для участия в 3-м саммите диалога по сотрудничеству в Азии. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намоян Дагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В этой поездке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей, министров финансов и другие официальные лица. И 2 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в город Доха, государство Катар. В международном аэропорту президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с почестями и искренностью встретили государственный министр иностранных дел государства Катар Султан Аль-Мурайхи и другие высокопоставленные представители. 2 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в город Доха, государство Катар. В международном аэропорту Дохи президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с почестями и искренностью встретили государственный министр иностранных дел государства Катар Султан Аль-Мурайхи и другие высокопоставленные представители. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дохе встретился с государственным министром международного сотрудничества государства Катар, заместителем председателя Катарского фонда развития госпожой Лолве Аль-Хатер. На встрече были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества нашей республики с этим авторитетным учреждением. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал государство Катар одним из важных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана и при этом выразил уверенность, что сотрудничество между нашей страной и Катарским фондом развития будет значительно расширено. При этом стороны обменялись мнениями об инвестициях Катара в энергетику, промышленность, сельское хозяйство и другие приоритетные отрасли экономики Таджикистана. Темами обсуждения также были привлечение катарских инвестиций в проекты по добыче и переработке полезных ископаемых, создание предприятий по производству и экспорту экологически чистой сельскохозяйственной продукции и чистой питьевой воды в Катар. Приветствовалось участие катарских инвесторов в реализацию проектов по укреплению и расширению инфраструктуры туризма и фармацевтической промышленности в Таджикистане. Было подчеркнуто, что будет целесообразным создание совместного экономического и инвестиционного фонда с целью финансирования приоритетных проектов Таджикистана. Стороны также обсудили пути развития сотрудничества по другим направлениям перспективного партнерства. К другим темам. Сегодня в столице страны состоялась 19-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва под руководством председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. Сегодня в столице страны состоялась 19-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва под руководством председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. В работе сессии приняли участие заместители и руководитель аппарата председателя города Душанбе, руководители структурных подразделений аппарата, предприятий и учреждений города, председатели районов города, руководители правоохранительных органов, местных структур центрального
центральных органов исполнительной власти и представители средств массовой информации. Вначале депутаты избрали секретариат сессии, утвердили вопросы повестки дня и порядок ее работы. Депутаты обсудили процесс выполнения постановления председателя города Душанбе о программе развития геодезии и картографии в Республике Таджикистан на 2022-2026 годы и обеспечения выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в этом направлении. Уважаемый Рустами Эмомали поручил первому заместителю совместно с председателями районов и другими соответствующими структурами для эффективной реализации этой программы активизировать работы по развитию картографирования, улучшению инфраструктуры градоуправления, такой как водоканал, теплоэлектроцентраль. Также были даны конкретные указания по обеспечению продуктивной работы, правильному воспитанию и расстановке кадров, созданию оптимальных условий труда и максимально быстрому переходу на цифровую систему. В продолжении сессии депутаты обсудили ход выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе, реализацию постановления правительства Республики Таджикистан о порядке покрытия расходов на бесплатное пользование транспортными услугами и заслушали доклад отраслевого заместителя председателя города Душанбе по этому вопросу. Председатель Маджлиса народных депутатов города Душанбе дал указания заместителю председателя города Душанбе и другим соответствующим структурам по повышению правовой грамотности граждан, профессиональной квалификации работников отраслей и соблюдению дисциплины городской культуры при пользовании общественным транспортом. Наряду с этим внимание представителей транспортной отрасли города было обращено на повышение уровня обслуживания жителей и гостей столицы. Затем был обсужден ход реализации программы государственных инвестиций на 2021-2025 годы и ход выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в этом направлении, а также заслушан отчет отраслевого заместителя председателя города Душанбе по этому вопросу. Уважаемый Рустами Эмомали поручил заместителю председателя города Душанбе совместно с председателями районов города Душанбе и другими соответствующими структурами усилить работу с партнерами по развитию и международной финансовой организацией с целью обеспечения качественного и своевременного выполнения этой программы, уделить основное внимание привлечению как можно большего количества грантовых средств. Наряду с этим призвал ответственных лиц к расширению сотрудничества с щедрыми предпринимателями с целью решения проблем жителей поселков и махалей. Депутаты обсудили вопрос о присвоении государственному учреждению детская школа искусств имени Одины Хашима. Депутаты поддержали это предложение и приняли соответствующее постановление по этому вопросу. Также депутаты обсудили и одобрили несколько постановлений, принятых председателем города Душанбе в важных областях градоуправления. В завершении председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, дал указания заместителям, председателям районов и всем структурам градоуправления по подготовке инфраструктуры столицы к зимнему периоду 2024-2025 годов, в том числе по подготовке зданий и сооружений для приема тепловой энергии, поддержанию в рабочем состоянии котельных и электрических подстанций, хранению необходимого количества смазочных материалов, топлива, противоскользящих материалов и поддержанию в хорошем состоянии коммунальной техники. При этом призвал депутатов проводить разъяснительные работы с населением и жителями Душанбе по рациональному использованию электроэнергии. Другим соответствующим структурам было поручено принять меры по предотвращению случаев незаконного использования электроэнергии в зимний период 2024-2025 годов. На этом 19-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва завершила свою работу. Уважаемые телезрители, и вот буквально только что нам поступила информация из пресс-службы главы государства. 2 октября в городе Доха, государство Катар, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с учредителем Международного исламского банка Али ибн Абдуллой Али Сони. На этой встрече были обсуждены как текущая ситуация, так и перспективы сотрудничества Таджикистана с этим престижным финансовым
институтом Катара. Большое внимание было уделено привлечению иностранного капитала в экономику Таджикистана, в том числе реализацию инвестиционных проектов, выгодных для обеих сторон отраслях. Шейх Али ибн Абдулла Али Сони, несколько раз посещавший Таджикистан и питавший большую любовь к нашей стране, выразил готовность инвестировать в перспективные отрасли. В частности, интересной и выгодной была названа реализация сотрудничества в сферах торговли, туризма и охраны окружающей среды. Мы продолжаем выпуск. В Душанбе проходит первый день чемпионата мира по дзюдо среди юниоров. В этом чемпионате принимают участие более 530 спортсменов из около 70 стран мира. Все подробности у моей коллеги Зумрат Фазиевой. Сегодня в столице Таджикистана, городе Душанбе, стартовал первый в истории таджикского спорта чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Соревнования проходят со 2 по 6 октября 2024 года. В Таджикистан для участия в этом престижном чемпионате прибыли более 500 спортсменов из 67 стран мира. Отметим, что первый чемпионат мира по дзюдо среди юниоров проходит на основе решения председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, обеспечение массовости спорта и оздоровления, развития спорта в стране. Все присутствующие на чемпионате отмечают великолепную работу Федерации дзюдо Таджикистана и прекрасную подготовку к такому грандиозному мероприятию. Я сам генеральный секретарь Казахстанской Федерации дзюдо. Меня зовут Асхат Житкеев, серебряный призер Олимпийских игр. Плюс я рефери-директор Азии. Очень приятно здесь находиться. Я, как до этого сказал, был в 2003 году, но очень сильно удивлен, что как все поменялось здесь. Практически новый город, все новое, прекрасные условия, где проходит чемпионат мира. Организация организована на очень высоком уровне. Не каждый чемпионат мира так проходит по молодежи. Я думаю, это один из лучших чемпионатов мира, организованных в Душанбе. Прекрасный зал, прекрасная атмосфера, очень много болельщиков. Страна уделяет внимание спорту. Федерация дзюдо очень прекрасно работает. My name is Andrei Fansel. I'm working with the International Judo Federation. I'm responsible for the safety and security. And I'm from South Africa. Наблюдается очень высокая подготовка и организация чемпионата мира среди юниоров. Для участников чемпионата созданы благоприятные условия, отвечающие мировым стандартам. Отрадно, что в Таджикистане стремительно развивается дзюдо и создается необходимая инфраструктура для сферы спорта. В первый же день чемпионата мира по дзюдо среди юниоров зрители смогли насладиться зрелищными поединками перспективных дзюдоистов из разных стран мира. Первый день чемпионата на татами вышли девушки в весах 48 и 52 килограмма и юноши в весах 60 и 66 килограммов. Душанбе, столица Таджикистана, в последние годы стала местом проведения престижных спортивных соревнований международного уровня. И это стало толчком для популяризации спорта среди молодежи. Теперь ребята, получив прекрасный стимул, приходят в спортивные залы. Я с детства мечтал стать чемпионом по дзюдо, поэтому я стал заниматься этим видом спорта. Сегодня я пришел поболеть за своих одноклубников. Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров – это международные соревнования высокого уровня среди спортсменов в возрасте 21 года и младше. Чемпионаты проводятся только один раз в год Международной федерацией дзюдо. Это единственное мероприятие среди юниоров, на котором присуждаются рейтинговые очки для мирового рейтинга среди взрослых. Зумрат Файзиева, Бахудур Истамов, Дильшоди Хушбах. Новости.
Ну а в городе Истаровшане состоялся первый международный фестиваль ремесел под названием «Озар». В рамках фестиваля Всемирным советом ремесел город Истаровшан официально признан всемирным городом ремесленников. В торжественной обстановке был вручен сертификат «Всемирный год ремесленников», и Истаровшан принят в состав совета. В древнем городе Истаровшане в честь вручения сертификата «Всемирный город ремесленников» состоялся первый международный фестиваль ремесел «Озар», в котором приняли участие представители из около 20 стран мира под руководством президента Всемирного совета ремесел Саад Аль-Кадуми из Кувейта. В парке культуры и отдыха имени Исмоиля Сомони ремесленники древнего города Истаровшан представили свою продукцию и ручные изделия. Поистине Истаровшан спокон веков славился своим богатым культурно-историческим наследием, красивыми традициями и обрядами, известными ремесленниками, продукция которых прославилась во многих странах мира. Ведь именно по этой сказочной земле проходил великий шелковый путь. В этом древнем городе, который называли городом мастеров, останавливались караваны с заморскими купцами. На шумных восточных базарах шла бойкая торговля. Восточные мелодии карнаев, музыкального инструмента, который также изготовляют истаровшанские умельцы, и по сей день встречают гостей. Ремесленникам города мастеров есть что показать туристам. До сих пор многие династии гончаров и кузнецов хранят древние секреты, передающиеся из поколения в поколение. Резьба по дереву, роспись, ювелирное, кузнечное и гончарное дело, национальная вышивка, золотошвейное мастерство, адресоткачество, ковроткачество, изготовление сюзанне, ножей, оригинальных глиняных свистулек, а также старинные замки, древние крепости, исторические памятники. Все это притягивает многочисленных туристов со всех уголков мира. В целом в древнем городе сохранились и в настоящее время переживают бурное развитие более 200 видов народных ремесел. В июле текущего года я посетил древний город Истаровшан и ознакомился с различными видами ремесел. Я посетил дома и мастерские ремесленников, которые занимаются изготовлением ножей. Еще тогда я посчитал необходимым признание Истаровшана всемирным городом ремесленников. В фестивале приняли участие ремесленники и представители зарубежных государств, включая Австралию, Болгарию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Малайзию, Новую Зеландию, Россию, США, Сингапур, Туркменистан, Таиланд, Швейцарию, Узбекистан и другие страны. В ходе фестиваля ремесленники продемонстрировали свое мастерство и умение в изготовлении ножей. Более 30 семей занимаются этим ремеслом, и у них сложилась династия ремесленников по изготовлению ножей, сабель и мечей, которые отличаются оригинальной гравировкой и изяществом. Гости высоко оценили национальные блюда и кулинарные изделия таджикских мастериц. Затем в торжественной обстановке президент Всемирного совета ремесел вручил руководству города Истаровшан сертификат «Всемирный город ремесленников» в номинации изготовления ножей. В ходе выступлений участники фестиваля отметили роль и вклад президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в дело возрождения и сохранения народных ремесел, всесторонней поддержки ремесленников и создания для них благоприятных условий для развития и совершенствования ремесел. Карим Хаджар, Дилшод Хушбахт. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.